Мою дочь? Прикольно. Ну что, моя дочь? Ей 25 лет вот недавно исполнилось, да. Она замужем, она закончила психологический факультет одного из университетов, училась во Флориде. А вообще, каково было тебе ее расти? Задумывался ли ты в ее детстве о том, как вырасти, ну, ее такой сильной, независимой, счастливой, свободной? Ты знаешь, когда она родилась, я еще не был так настолько психологизирован. И поэтому очень много травм в детстве именно я ей нанес. Но видишь, опять же, сейчас уже, оглядываясь назад, я понимаю, где я допускал ошибки, да. И я ей сейчас сказал, короче, что, ну, я готов оплачивать ее терапию у психологов до того момента, когда в ее терапии пропадет слово «папа». Большую часть времени как раз таки я с дочкой проводил. Вот мы гуляли, куда-то ездили, куда-то... А это было вот такое осознанное решение проводить с ней время, или это было вынужденное, то, что там, не знаю, жена на учебе, на работе, бабушки там не рядом? Ты знаешь, хочется соврать, да, это мое было решение. Но на самом деле там где-то 50/50, потому что, да, часть времени супруга училась, занималась, часть я сам хотел с ней проводить время. А вообще задумывался ли ты о том, что, ну, насколько важно воспитать дочь вот такой устойчивой, и чтобы она могла за себя постоять, была уверена, не допускала по отношению к себе какое-либо там насилие или нарушение ее границ каких-то там жестких? Ты знаешь, на тот момент как-то, ну, было все проще и особо не задумался. И понимаешь, это как-то, наверное, автоматом выливалось все, потому что, ну, то, что она сейчас умеет отстаивать границы, это как раз-таки наше с ней взаимодействие. То есть, там, не знаю, если она говорит: папа, я не буду надевать эти колготки, то там у них хоть кол на голове чеши, она не наденет их, потому что это другой цвет. И тогда мне приходилось, там, не знаю, отходить в сторону, дышать, подбирать другие колготки, говорить ей: доченька, посмотри, может, вот эти ты оденешь? Вот это все как раз-таки явилось тем таким хорошей почвой для того, чтобы она сейчас могла свои границы ставить. Ну, то есть это строилось маленькими кирпичиками с детства? Да. То есть не было такого, что все, доченька, ты теперь будешь, не знаю, отстаивать свои границы вот так. Нет, там, естественно, были, там, не знаю, когда в 17 или 18 лет она сказала: папа, я хочу жить одна. Ну ладно, одна. У меня сердце кровью обливалось, да. Мне очень жутко не хотелось отпускать одну, она же все-таки ребенок еще там. У родителей всегда все дети ребенки, да, дети. Вот. И она там съехала на нашу квартиру, на другую, пожила там 3 дня, потом через 3 дня вернулась, сказала: папочка, знаешь, мне зашибись здесь жить с вами. Вот. А вообще, как ты боролся вот с тем, что у тебя сердце кровью обливалось, ты говоришь? Ну, я знал, что она самостоятельная личность, что она имеет право на свой выбор. Что для тебя было наиболее важным, когда ты ее вот растил? Что-то воспитать не особенно, я не знаю. Наиболее важно было, чтобы она была здоровой, потому что, ну, она такая слегка спортивная и в то же время такая, как сказать, не знаю. Ну, короче, для меня было важно, чтобы она была здорова, потому что, чтобы никто ее не обижал. И чтобы она росла более свободной, что ли. Потому что, ну, даже она любит часто повторять, что мы жили на 5-м этаже. Рассказывать любит, что мы жили на 5-м этаже, а там была у нее подружка. И они как-то кидали с балкона эти водяные шарики в прохожих. И эту подружку сильно поругали за то, что она кидала. Еще пришли родители жаловаться к нам. И, ну, типа, я говорю: да, конечно. А потом доченьки, ну, повернулся к ней и сказал: доченька, ты в следующий раз, главное, по прохожим не попадай, чтобы их не задеть никак. И все. И она такая: хорошо, папочка. Это про свободу же. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, с этого, наверное, и начинается понемногу. Да, ну, и таких моментов, как ты знаешь, вот, ну, на память очень много, когда других вроде как за обыкновенное действие сильно ругали, а я как-то ей, ну, это разрешал. Разрешал экспериментировать, разрешал пробовать, разрешал как-то, ну, не знаю, быть, что ли.
И то, что вот она сейчас, какая она сейчас, это все равно влияние вот этих наших с ней взаимоотношений. А Наши какой она свобод- выросла? Какая сейчас? Да. Ну, очень свободолюбивой и очень, независимой, что ли. Я уважаю ее выбор. А вообще стоял ли перед тобой какой-то, не знаю, выбор? Или вообще задача какая-то стояла ли? Воспитать там ее, не знаю, хорошей женой? Вот это то, что у нас любят очень сильно повторять в обществе, что вот девушка должна там угодить мужу, его семье. Вот такое вообще было у тебя в мыслях даже? Слушай, я сразу сказал, что, когда она замуж выходила, и зятю сказал, и ей сказал, что, знаете, друзья, я вас обоих теперь уже люблю, да, и я буду поддерживать вас обоих. Если у вас отношения чего-то там не заладятся, и вы решите расстаться, я по-любому встану на стороне дочери. Если она так решит, то это значит ее выбор, это значит, она делает все правильно. И для меня как-то по-другому нет. По-другому для этого насилие уже будет. Ну, зачастую еще родители, возможно, воспринимают вот такие слова, как ты своей дочери сказал, что типа поддержу любой твой выбор, как разрешение ребенку разводиться, и вот чуть что она сразу разведется. Но на самом же деле это не так, твоя дочь не развелась же. Нет, Бем, тут другая история. Я не за развод топлю. Я говорю, что я ее выбор любой приму. Вот. Мне важен ее выбор, мне важно ее мнение, мне важно ее решение. Влезать в их отношения, там, в отношении ее, там, не знаю, с кем-то, с чем-то, и это не моя прерогатива. Я как взрослый, я как папа, я как, не знаю, как человек, как мужчина показываю, как можно себя вести в жизни. И ребенок же учится не только там, через слова, но ребенок же еще смотрит на других, как в мире живет его родители, живут. Как они между собой взаимодействуют. Если там родители между собой любят друг друга, да, там, не знаю, говорят слова нежности, там, не знаю, строят общие планы, то и ребенок, будучи в взрослом состоянии, да, будучи там, имея свою семью, он тоже так же, сценарий-то перенимается. Друзья, в завершении хочется сказать, доверяйте детям, пробуйте их слушать. Пробуйте им все-таки давать свободу и обращать на них внимание, не только когда они шалят и что-то делают не так, как вы хотите, но и тогда, когда они приходят с вам с любовью, когда они просят, когда они запрашивают любовь. Вот. И пробуйте еще давать им это все, и будет вам счастье.